айтат. Жооп берсеңиз, какая была необходимость выпускать банкноты 2000 сомов? Чем это было обосновано? Урматтуу Эльвира Жергалбековна, это было обосновано тем, что 2000-я купюра является памятной купюрой, которая выпущена для того, чтобы отметить 3 больших праздника. 25 лет независимости Кыргызской республики, 25 лет созданию Национального банка и 25 лет введения национальной валюты. А если инфляцияны карасак, может быть, анда 3000 сом же 7000-дикти чыгарып коет белеңиз анда? Канча сом кетти ушу 2000-дик купюраны чыгарыш үчүн? У нас, Эльвира Жергалбековна, эң чоң номинал 5000 сом, да? И самая востребованная купюра 1000 сомов, которая в обороте входит. Поэтому было принято решение, что между 5000 и 1000 сделать номинал 2000. Скажите, пожалуйста, сколько ушло финансовых средств на выпуск 2000 сомовых купюр? Мы вам эту информацию по секретке дадим, потому что там есть понятие сеньораж, то есть все наши Вы купюры... по Росинбанку даете секретку, вы по Курулушбанку, то, что там коррупция и бардак, вы даете ДСП. Я не понимаю таких вещей. Там что, национальной безопасности что-то угрожало, чтобы присылать такие письма под ДСП? Чумбем, да? А бяхтагайся ДСП. В чем секрет? Сколько денег ушло, можете сказать? Я сейчас вам не могу сказать, мы вам письменно дадим по секрету. Просто я думаю, там ушел не 1 миллион. Мы не можем найти деньги на повышение заработных плат. Мы не можем найти деньги госипотечной компании Воинча. Нам люди пишут, что деньги, оказывается, закончились, и мы не можем по ГИКу получить, на квартиру подать. А зато на 2000-е банкноты мы нашли деньги. Это, мне кажется, это ваши чистые, ваши личные амбиции, чтобы оставить в истории свою подпись. Я вот, честно говоря, немножко вот не могу понять, при чем здесь государственный бюджет и Национальный банк. Национальный банк не является частью республиканского бюджета. Давайте вы сейчас не будете заниматься тем, что апеллировать, так сказать, привычными, непривычными для простого народа словами, но мы оба с вами понимаем, что касса и деньги бюджетные налогоплательщиков – это одно понятие, это не ваши личные средства. Это не мои личные средства, это не ваши личные средства. Это не является частью республиканского бюджета. И мне кажется, закон. После последних скандалов по поводу ипотеки вам все-таки не стоит вот как бы вот такими вещами сейчас апеллировать. Извините. Спасибо. Спасибо большое. Но вот по поводу ипотеки, раз вы вопрос задали, да, в принципе, Национальный банк и я придерживаюсь позиции, что все было абсолютно в соответствии с законодательством Кыргызской республики и законом о Национальном банке. В настоящее время группа Генеральной прокуратуры Кыргызской республики уже работает в Национальном банке. Я думаю, она даст как раз оценку. Скажите тогда, по сколько процентов вы получили кредит? Я не думаю, что это ДСП. Нет, это не ДСП, просто сколько процентов, под сколько процентов получили 5%. Кредит? Сколько ГИК сейчас выдает кредиты, проценты? По ГИКу сколько? У вас еще какие-то комментарии остались после этого? Учителя и врачи получают под 8%, вы под 5% получили, сейчас говорите, я ничего не нарушил. В принципе, здесь все нормально, все законно, я уволился, восстановился. Здесь не обязательно все должно упираться в буквы закона. Иногда есть морально-этическая сторона. С учетом той зарплаты, которая у вас есть, и сидящих здесь еще лиц, которые, в принципе, с которыми я лично тоже знакома и знаю об их материальном состоянии. Нельзя так вот сейчас с высокой трибуны вот так отвечать. Учитель, который 30 лет там отработал, получает под 8, и то он стоит в очередь, и то он вынужден показывать, нарушать закон. Вы понимаете, да, что там вся семья собирает на эти справки. И они идут на нарушение закона зачастую, чтобы получить этот закон, чтобы получить этот кредит. А вы сейчас говорите, что я получил под 5%, ничего страшного нет. Есть морально-этическая сторона. И с моральной точки зрения вам должно быть как минимум неудобно. Эльвира Жергалбековна, спасибо большое за комментарий. Вот я, как уже вам ответил, в настоящее время группа Генеральной прокуратуры изучает этот вопрос, и правовую оценку она даст. Насчет
имеется в виду моральной части, да, Эльвира? Я работаю на государственной службе. Я не говорю, больше что вы 20 лично лет. хороший или У плохой меня- человек. Вы же сейчас же говорите про мою моральную Толкумбек часть. Мырза, я не говорю, что лично вы плохой или хороший человек, но председатель Нацбанка получает сумму намного выше рядового Давайте сотрудника по- любого ведомства. Эльвира И Джорджевна. есть поэтому моральная сторона. Вы сейчас прекрасно понимаете, о чем речь. Причем моя коллега в своем выступлении говорила о том, что, здесь она сидит, что там был кредит по 2%. Поэтому я у вас и переспросила, насколько разница между возможностью у простого учителя, врача и у вас. И здесь говорят, что 2%, а не 5%. Эльвира Джалалбековна, я же вам еще раз повторяю, вот вы апеллируете к моей моральной части, я вам и объясняю, что моральную часть, после того, как Генеральная прокуратура даст оценку, я готов рассказать. Я работаю больше 20 лет на государственной службе, у меня кроме этой квартиры, машины больше ничего нету. Вот и есть моральная сторона этого вопроса. 2 или 5%? В моем случае было 5%. В остальных После случаях этого 2% было? И 2 было, и 1 было. Все, спасибо.